Село Ичугей стоит на берегу одноименной речки. Это сравнительно маленькое северное село, где компактно живут эвены, якуты, а также представители других национальностей. Население 300 человек. Основное занятие здесь – это оленеводство, табунное коневодство, разведение крупного рогатого скота и охотничий промысел. Отсюда группа в составе 4 человек – Егора Макарова, Федора Громова, Федота Макарова и Валентина Атласова – собралась в очередную экспедицию к горе Мусхая. Экспедиция была запланирована еще зимой и стала возможной благодаря финансовой поддержке предпринимателя Егора Макарова, директора фирмы «Чистая вода». Цель поездки – продолжение изучения туристических маршрутов горы Мусхая, привлечение внимания общественности, соответствующих заинтересованных ведомств и министерств к охране ее природы, то есть создание здесь национального парка. Группа должна пройти 250 километров на лошадях, подойти к горе Мусхая с ее северо-восточной стороны по реке Ат-Юрях, правого притока реки Агаякан. На календаре вторая половина сентября. В это время года здесь довольно прохладно. Ночью температура понижается до минусовых отметок, поэтому воздух удивительно чист, нет мошкары и других кровососущих насекомых. По пути природа меняется, как по мановению волшебной палочки. Эта местность, похожая на ковыльную степь, большая долина Агаякан-Алыта. Она простирается на несколько десятков километров по руслу реки Агаякан. Ширина долины от 5 до 15 километров. Егор Макаров, бизнесмен, первый в республике организовавший очистку воды, внедривший новые технологии, художник-любитель, член Российской ассоциации «Вода, медицина, экология», бизнес-партнер Северного форума. В 2003 году покорил самую высокую точку Северной Америки – гору Маккидли. Организатор многих экспедиций, болеющий за чистоту и сохранность природы. Валентин Атласов – директор опытно-производственного хозяйства, куда входит вся территория охраняемой зоны. Во многом благодаря его сподвижничеству и энтузиазму поддерживается деятельность этой особо охраняемой территории. Федот Макаров, выпускник Академии художеств имени Репина. Учился в мастерской Репина, один из молодых, талантливых, перспективных живописцев. Вот и Ат-Юрях, берегом которой группа постепенно поднимается к горе Мусхая. Здесь уникальные для севера флора и фауна. Некоторых видов лекарственных растений, произрастающих здесь, нет больше нигде в мире. По пути на островах целые плантации ягоды охты, красной смородины. Уставшие от езды, все набросились на чуть замерзшие вкусные ягоды. Дедушка. Наевшись ягод, люди продолжают свой длинный путь. Первое пристанище – это база оленеводческой бригады номер 7, где бригадиром работает проводник группы Федор Громов. Здесь они зимуют,
хранят продукты, технику и разные нужные для жизни в тайге вещи. Здесь живут бабушка Елена и дед Василий. Пенсионеры, вся жизнь которых прошла в оленеводческой бригаде, работали еще в сталинских колхозах. У гостеприимных хозяев удалось хорошенько отдохнуть, перезарядить аккумуляторные батареи съемочной аппаратуры и средств связи. Вероятнее всего, база обрадовала и лошадей. Им хорошо знакомы эти места, богатые разнотравьем. И, конечно же, они не преминули воспользоваться остановкой. Вершины высоких гор с каждым днем все ближе и ближе. Еще один переход приближает путников к подножьям горы Мус-Хая еще на 30 километров. Пока не нашло отклика в правительстве республики предложение поднять статус особо охраняемой территории Кербечен и создать на его базе национальный парк имени Алексея Елисеевича Кулаковского со своим штатом сотрудников для охраны от браконьеров. При должной поддержке и умелой организации можно с большим успехом развивать туристический бизнес, создавать новые рабочие места. Здесь находятся самые высокие горы республики. Это Мус-Хая, пик Кулаковского, Берил, Палатка. Альпинистский туризм мог бы приносить немалые доходы. Но в настоящее время вся природоохранная и туристическая деятельность осуществляется благодаря только энтузиастам. После трагической гибели Петра Петрова, человека с большой буквы, энтузиаста своего дела, любителя природы, некому стало охранять эти места. Сюда постоянно наведываются браконьеры, бьют зверя, добывают рыбу при помощи химикатов. На вторую ночь выпал снег. Все вокруг чудесным образом изменилось. На утреннем прохладном воздухе развели костер и вскипятили чай.
После сытного завтрака группа продолжает свой путь. До обеда надо дойти до горного перевала, где в ранние дореволюционные времена проходил караванный торговый путь на Якутск из северо-восточной области России. В 20-х годах прошлого столетия по этим перевалам ходил Алексей Елисеевич Кулаковский. В 1925 году провел здесь эсэр, на который съехались местные жители из самых отдаленных поселений. Сохранились серге, немые свидетели того события. Внизу перевала открывается величественный вид долины верховья реки Хонгор, где в нее впадает горная речка Хори, вытекающая прямо из вечных ледников горы Мусхая. Горные вершины покрыты облаками. Довольно холодно и ветрено. Чувствуется морозное дыхание ледяных вершин Мусхая. Да, красота! Перевал, а ты где идешь? Хорика как здесь? О, теперь как здесь? Группа спускается по крутому склону ручья справа вниз. Ручей оказался очень каменистым. Пришлось слезть с лошадей и вести их на поводу. Вот и конечный пункт для лагеря. Прекрасный берег горного озера. Верховье реки Хори. Дальше, прямо за этими вершинами гор, пик Мусхая и пик Кулаковского. Чудесный вид вдохновляет творческих людей.
Кругом белоснежные вершины. Вот пик на карте, обозначенный как гора Берил. Рассказывают, что первоначально ей дали имя небезызвестного государственного деятеля Берии. Эта гора также является хорошим туристическим объектом для альпинистов, как и вершина горы Мусхая. Кругом, куда ни бросишь взгляд, прелестная панорама вершин и хребтов. Далеко внизу сплетение горных ручьев. Поистину, как говорят кавказцы, лучше гор могут быть только горы. Удалось поймать на объектив камеры уходящих к небесным высотам горных баранов Чубуку. Эти смелые животные в этих горах чувствуют себя превосходно и водятся в большом количестве. Охота на них связана с большими трудностями и требует немало усилий и хороших навыков. Федот Макаров по обыкновению не упускает удачного момента и пишет отражение гор на глади озера. Стоит звонкая тишина и чудесная погода. Только шум крыльев перелетных уток нарушает первозданную тишину. Группа готовится продолжить свой путь, теперь уже в обратном направлении. Позади все дальше остаются снежные вершины. Свобода, песни без границ. Сильнее страсти, больше, чем любовь. Согласен. Сверхсексуальный. Путь проходит между озерами, где в это время можно увидеть множество перелетных птиц.
Предпоследний привал на берегу озера Юнкюр. Это глубоководное озеро, глубина в некоторых местах составляет 60-100 метров. Здесь в основном водятся такие рыбы, как озерный хариус и ленок. По вкусовым качествам они не уступают другим благородным видам рыб. В этом участники экспедиции убедились, приготовив рыбу самыми различными способами. Холодный воздух надвигающейся зимы меняет окружающую природу. Предприниматель Егор Макаров не упускает удачной возможности запечатлеть чудесные мгновения окружающей красоты.